Татьяна Сабарайкина – психолог, психотерапевт, автор и ведущая тренингов личностного роста, преподаватель Института практической психологии «ИМАТОН», член Федерации психологов образования России. Профессиональную деятельность начала как школьный психолог. Более 10 лет работала в Центре психологической помощи Министерства образования Якутии. Организовывала и руководила работой службы психологического сопровождения сборной Якутии на международных спортивных играх «Дети Азии». В течение 6 лет в составе благотворительного фонда «Харысхал» вела проекты по психологическому сопровождению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Один из них – семейный лагерь на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, реализуется до сих пор. Совместно с общественной организацией «Матери России» ведет проект «Ключ к семейному счастью» для молодежи и молодых пар. Автор востребованных психотерапевтических тренингов и бизнес-расстановок, таких как «Встреча с внутренним ребенком», «Вернуть себя» и «Энергия денег». Добрый день, Татьяна Васильевна. Здравствуйте. У меня вопрос, наверное, очень-очень стандартный. Если уж есть утверждение такое, что все мы родом из детства, все начинается с детства, вот я бы хотела узнать, кем вы мечтали стать в детстве. Ну, я боюсь предположить, что вы мечтали в детстве стать травматерапевтом и заниматься людскими травмами. Ну, наверное, как все дети, вначале я хотела быть стать врачом, потом хотела стать учителем, но когда стала более взрослее, у меня появилась тяга к исследованию картин. Я хотела быть таким музейным работником. Культурологом, искусствоведом. Да, искусствоведом именно хотела. Я выросла в Такинском районе, тогда Алексеевский район, село Кыи, маленький поселок. И вот там хорошая библиотека была. Я с 1 класса ходила в библиотеку, и вот более в таком взрослом, так скажем, возрасте, в школьном таком, да? Взрослом возрасте, в 4 классе я заинтересовалась картинами. Картинами, да. Недавно совсем поняла, как это повлияло сейчас в выборе моей этой профессии. Был интерес к тому, что за этими, вот вроде запечатанным таким моментом, одним мигом, да, что за этим стоит. И это как раз и моя работа. Ну, в общем, искусствоведом вы не стали, потому что самое главное, объект искусства — это человек. И, собственно, вы стали заниматься врачеванием душ человеческих. Да, можно так сказать? Можно так сказать, но я-то пошла в учителя. Мои родители оба, папа и мама, они учителя. Ну и когда пришло время поступать, встал выбор, да, куда поступить, кем стать. И самый легкий путь для меня был это стать учителем, как мои родители. Учителем русского литературы. Да, языка, литературы. Закончила, работала 4 года. Так. И вдруг такое... Я-то думала, я до пенсии буду так работать, как и все, наверное, так в те времена. Поступил звонок, и мне предложили пойти получить 2-е высшее образование. Это была государственная такая программа, когда школы стали оформляться как экспериментальные площадки. То есть Михаил Ефимович Николаев тогда президент, и он это направление очень сильно поддерживал, чтобы школы находили какое-то свое направление, становились экспертными площадками, экспериментальными площадками и что-то исследовали. И вы должны были стать школьным психологом? Да. Ага. И вот как раз программа такая появилась, 2-е высшее образование для молодых педагогов, и чтобы эти педагоги вернулись и обратно в школе уже в качестве школьного психолога. Почему я потом выбрала направление кризисной психологии, травматерапии? Потому что первый опыт у меня был именно кризисная ситуация. Был детский суицид как раз в школе, когда я только вот приехала. Ничего не знаю, я в шоке. Просто по наитию, по интуиции, собрала ребят, поговорили с одноклассниками этого ребенка. И потом, спустя уже какое-то время, я узнала, что есть тому, что я провела тогда, название дебрифинг.
Дебрифинг. Да, но это вот- я, не зная, просто на интуиции провела, что это надо для детей. Коллективу нужно, да? после Коллективу такого? это нужно, чтобы дети выговорились и почувствовали какое-то единение, что мы одинаково чувствуем, что ты не один такое чувствуешь вину, например, да, там все чувствуют, а все, оказывается, каждый так чувствует. И вот это было мое, наверное, уже тот путь, по которому я должна была пойти, это было уже, это событие было В общем-то, вы таким и, знамением, вы и так начали, скажем. да? Вы и начали с купирования травмы. Да, У да. детей. Мгм. И, в общем-то, теперь вы позиционируетесь как травматерапевт. Между прочим, вы сняли один из моих вопросов по поводу того, что существуют убеждения, будто бы вот сегодня в современной школе очень много травмирующих ситуаций, да? Детская жестокость, буллинг и так далее, и так далее. А раньше как будто бы такого не было. Видимо, было все равно, да? Ну да, я же уже 30 лет психологом работаю. Это 94-95 годы, да? И с тех времен много чего поменялось. Мы были, как говорится, вот первые психологи именно для широкой массы. И для родителей это было очень интересно, любопытно, потому что на основе рисунка ребенка можно было рассказывать, что происходит внутри ребенка, внутри семьи. И больше мы, наверное, занимались просветительской такой деятельностью. Я больше уклон делала именно просвещать учителей по части психологии, детской психологии, да, что важно, на что стоит обратить внимание, как стоит строить отношения с каким-то ребенком. Через диагностику я что-то выявляла, видела эти болевые точки и подходила к педагогам, и проводили такие собрания, где я прямо брала время для выступлений и прямо говорила по итогам этих диагностик, рекомендаций педагогам, как лучше. Мне кажется, это было самое лучшее такое решение. Потом мне дали часы психологии. Я настояла, чтобы мне надо как урок вести детям что-то психологию? рассказывать. Да. Потом уже спустя вот много времени я встречаюсь со своими учениками тех времен, и они говорят, как хорошо было, что у нас был урок психологии. То есть они проработанные еще на стадии тогда, когда все, наоборот, травмируются. Это вообще правда? Ну, есть же такое расхожее убеждение, что действительно все у нас из детства. Если у человека что-то в жизни не получается, то значит, он где-то там глубоко травмирован в детстве. И есть еще одно модное такое поветрие: во всем вините родителей. Родителей мы прорабатываем теперь. Да? Ну, давайте я свое мнение из практического опыта скажу, да. Вообще многие считают травмой тот момент, когда тебя били, буллили и так далее. То есть какое-то жестокое обращение было с тобой. Но на самом деле большинство травмируется просто очень легко. Чем? Например, каким-то пренебрежением, чаще всего, сравнением не в твою пользу, когда ты попал в какую-то ситуацию неловкую, но никто из взрослых тебе ничего не объяснил, ты почувствовал такой огромный стыд. А за всеми этими событиями что стоит? Да? Вроде кто-то тебе сказал, что ты хуже, чем соседская, например. Да? Та лучше стирает, лучше дома убирается, такая помощница хорошая. Это сравнение или это оценка? Это получается, как родители же это делают, сравнивая, чтобы ты стала Из лучших побуждений, лучше. конечно, ты Да, вдохновись. это пример, как Да. пример показывали, да. Но для ребенка это становится травмой, потому что почему в какой момент? Да кто-то это услышит и мимо ушей пропустит. То есть это не означает, что это травма, да. А для кого-то это станет травмой, если человек за этим примет для себя какую-то оценку, что я недостаточно какая-то не такая. Да, я плохая, а затем уже приходит мысль, что я не нужна вообще моей семье. Вот оттуда это и есть источник травмы. Когда человек начинает чувствовать, не только чувствовать, а за чувством всегда появляется какая-то мысль о себе,
как оценка о себе, да, вот это и является травмой. И вот мы, например, в детстве поняли, что я как-то не нужна своей семье, а больше любят, например, младшего или больше любят старшего, а я как-то, ну, ни при чем, например, да, и человек понимает, что меня любят только тогда, когда я что-то полезное делаю. Ну, например, да. И для него это становится отрывной точкой для того, чтобы стать или выработать для себя какую-то стратегию поведения, Быть чтобы, полезным. да, нравиться. И поэтому какая стратегия вырабатывается, да? То есть человек про это помнит. И он начинает делать так, чтобы нравиться. То есть хорошо учиться. Соответствовать ожиданиям. Да, соответствовать ожиданиям, быть перфекционистом, например, да, или все время слушать старших, делать так, как они хотят, соглашаться, не спорить и так далее, и так далее. Там много стратегий. Я поэтому говорю, когда есть какая-то вот такая стратегия, да, поведения, потом во взрослой жизни нам эта стратегия перестает нравиться. Мы уже себе начинаем говорить, что это я все время слушаю других, давай-ка я стану сама собой. А где я, да? Где я? Вот а это, где мои да? цели? Да, где, да. А в принципе-то я есть, и такое приходит, да? То есть появляется такое возмущение, опять же, направленное на самого себя. И тут человек начинает переделывать себя. То есть начинает смотреть на других, как другие делают, потому что у себя внутри новой стратегии мы не знаем, как это делать, как перестать, ну, например, смотреть на других или переспрашивать, хорошо или нехорошо, правильно я это делаю или неправильно, да? Туда идти или не идти, например. Я часто вот это слышу у травмированных людей. То есть у них настолько оценка себя, про себя не такая хорошая, то есть они говорят про себя, что я это не смогу, у меня это не получится. Это нет, у других лучше и так далее. Вот за всеми этими вещами, вроде такими, которые для нас вот сейчас, мы каждодневно встречаемся, всегда стоит какая-то история одна, где ты получила какую-то оценку себе. Но это же мои выводы, да? Это твои выводы? Это же мои выводы. Конечно. То есть можно вообще не обратить внимания, проскользнуло мимо внимания и не зациклиться на этом. А можно сделать такой вывод, что вот я, оказывается, хуже, чем соседская девочка, мной недовольны, и я буду стараться там, соответствовать каким-то там предполагаемым ожиданиям. Опять-таки, предполагаемые ожидания — это же мои ожидания, ну, те, которые я себе сформулировала. И смотри, тогда получается, как бы родители тут ни при чем, как будто, да? Но при этом, если бы родители заметили вовремя, что с тобой происходит что-то не то. Ну, например, ты начинаешь себя ставить всегда на последнее место, не проявляться, например, да, тебе говорят, ты такая, есть такой у тебя талант, ты говоришь, нет, это не про меня, типа, да. И если бы вовремя заметят родители и сядут, и давай поговорим, что с тобой происходит, и тогда дети начинают рассказывать. А очень часто же бывает так, что дети не рассказывают, а дети, допустим, какой-то кризисный момент, и дети начинают прям выкрикивать. Да. Ты меня, ты все время на работе, я тебе не нужен. Вот. И тогда получается травма уже у родителя. Да. Да? Чувство вины уже у родителя. Это больше про чувство вины. Что я какой-то недостаточно хороший родитель. И при том, опять же, это же оценка, мы себя плохим родителям, когда посчитали, опять же про то, что я плохая когда-то тоже была. И теперь я еще, когда в другой роли, в роли родителя, теперь я тоже плохая. Господи, где же здесь во всем этом место любви? Да, вот это. А любовь когда? Основа, Аня, вот именно в этом и заключается основа основ. Человек именно, все начинается с любви. С ощущения, что тебе дают любовь, тебя ждут, когда тобой беременны, да. Ты родилась, тебя принимают абсолютно такой, какая ты есть, если даже ждали мальчика. Все равно родилась девочка, мы принимаем тебя. А с таким очень часто люди травмируются из рассказов родителей именно в момент рождения. Ждали мальчика, родилась девочка. Старшая девочка уже есть, а вот это. И для человека всю жизнь травма, что я не оправдала ожидания родителей. Соответственно, если они ждали-то мальчика, значит, это
не соответствует их ожиданиям, значит, меня, как таковой, какая я есть, меня не любят. Значит, мне надо быть как мальчик, вести себя как мальчик, быть очень целеустремленным, уверенным, решать любые проблемы и так далее, быть везде таким, как, ну, принимать решения, не ждать, когда кто-то за тебя решит и так далее. Там просто на этом выстраивается все. Как много у нас Нанизано. поводов для травм. А выход какой? Нам что делать тогда с этим совсем? Если мы все друг друга все время травмируем бесконечно. Да, Родители травмируют детей, сами не понимая. Конечно. Дети травмируют родителей, сами тоже не понимая. Все как будто бы из большой любви делается. Что делать? Просто вернуться к тем моментам, когда любовь была для ребенка заблокирована. Это какие моменты? Это бывает какой-то момент, это миг такой. То есть может быть так, что ребенок чувствовал, что его любят, ну, предположим, до 3-4 лет. Прямо ощущал, что он в любви, ему ничего не надо, там под кого-то подстраиваться каким-то быть не надо, например. И тут происходит какое-то событие, где, ну, например, одну историю просто. Это часто встречаемая история, например, ребенка дают в садик, выступление, ребенок выходит, конфуз такой происходит, что-то у него выпадает или что-то, где стыдно. Где очень стыдно, и тут ребенок ищет глазами маму, например, да, а мама сидит, разговаривает с подружкой, и при этом они смеются. Ну, это же смешно, типа, да, у ребенка что-то, да, и ребенок... Это так мило, это да, думает мило мама. для мамы, например, да, а ребенок это видя, чувствует, что ко мне не пришли помогать, меня не защитили, и ребенок чувствует себя очень одиноким, беззащитным, слабым, и вот это цепляется так, что потом при выходе вроде все, ситуация, это же просто момент такой, да, вышли, про это просто забыли. А вообще в любой ситуации, где надо выступать, где надо проявляться, где надо как-то, чтобы на тебе все обратили внимание, вот этот стыд первым приходит. Стыдно. Да. Хотя ты еще не попал в ситуацию стыда, но у тебя уже твое тело заранее готовится к этому стыду, потому что тело твое это помнит. Ключевой вопрос. А обязательно ли прибегать к помощи специалистов, да, для того, чтобы вот эту травму свою как-то осознать, принять, не знаю, там, понять, что родители знаешь, у нас когда тоже все мы- травмированные. Да. А знаешь, когда мы травму-то начинаем осознавать, когда у нас у самих появляются дети. Когда Да, мы дети. становимся родителями, да, и когда видим реакцию ребенка, события, и когда мы видим, как мы реагируем на ребенка, да, у нас есть глубоко сидит, что ребенок вот в эту ситуацию стыда, ну, не должен попасть, например, да, и мы в любой ситуации мы подходим, ему объясняем и так далее. То есть мы очень внимательны, и потом думаем, а почему, если я это смогла, а почему родители мои не смогли так сделать? Вот именно в этот момент мы начинаем осознавать, что насколько это было, оказывается, важно, внимание проявить, быть чутким и так далее. И мы начинаем думать, и оттуда и появляются и обиды на, как так они черствые такие были, например. И на этом фоне очень модным стала, да, вот эта вот тема про психологию, про проработку травм, про что там, прощение родителей. И А так если далее. мы, например, да, не обязательно идти к психологу. Если мы понимаем, откуда, если мы умеем анализировать, да, искать причинно-следственные связи, откуда у меня такая реакция. Не я такая плохая, потому что я вот такая родилась, да, а всегда же есть какие-то... Мы все родились одинаково, на самом деле, да. А вот реагирование на события у нас уже по мере вырастания у каждого своя. Кто-то это вообще не обратит внимания, а для кого-то будет очень сильной тревогой, волнением прямо на пустом месте, другой скажет, например. Да? И мы же не знаем, что за этим. И когда человек сам задумается, когда я стала такой, когда у меня появилась такая реакция. И самое главное, если люди начнут думать, какая такая единая, обычно эта оценка, она всегда у нас везде проскальзывает, во всех сферах. В работе, с коллегами, в семье. Мы начинаем
кто-то как-то ведет себя, мы первая оценка, которую мы про себя думаем про себя, да, так, это и есть источник, откуда она пошла. И если мы начнем дальше наматывать, то мы найдем и посмотрим на ту ситуацию уже с высоты своих лет. И мы поймем, что переживал ребенок. И у нас появится возможность поговорить с самим собой, успокоить себя. Так это же столько, 20 лет прошло, 30 лет прошло, да? Но до сих пор, оказывается, я из этого выводы какие-то сделала, и чтобы туда обратно не попасть, я теперь все делаю. И делаю еще для своих детей, чтобы они туда не Подстилаю попали. соломку везде, да? Да. Не надо перестраховывать. И просто успокоиться, сказать, это событие было и прошло. Оно длилось всего несколько секунд. Это вот я рассказываю про часто встречаемые травмы, по которым оставляют следы. А есть люди, которых выросли вообще в травмирующих ситуациях, Да. где много ссор было, где много борьбы Там было. деструктивные вообще, даже были. да, это другая история. Там реально с человеком надо очень много. Там этим людям всегда говорю, вы без специалиста, без какого-то учителя или без наставника вы не поменяете отношение к себе. Вы как будете считать, что вы из плохой семьи, из какой-то, потому что оценочность у нас у всех есть. Да? Если ты из семьи, где алкоголики, то и на тебя уже наложили такую печать, что ты далеко не пойдешь. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Да? Это не просто звучит так, это выражение. Но на самом деле, если человек в каком-то возрасте, я еще раз говорю, когда мы становимся мамами, папами, вот тогда мы начинаем задумываться, каким родителем я хочу быть, да, и что я хочу сейчас транслировать для своего ребенка. И тогда тут появляется возможность действительно реально изменить ситуацию, изменить отношение к ситуациям, изменить отношение к себе. Это самое трудное — изменить отношение к себе. Оценку поменять на то, что со мной все нормально. Да? То есть человек это может сделать самостоятельно. Может. Но иногда нужно обращаться к специалисту. Конечно. Вот как я должна понять, что мне уже пора? Вот когда у тебя будет очень много поводов волнений, тревог, когда ты чувствуешь, что ты стала беспомощной, Не справляешься. не справляешься. Бывают такие моменты в жизни. Да, есть моменты, где ты справляешься, или где действительно время лечит и так далее. Но есть моменты, когда ты чувствуешь, что ты не справляешься. Вот тогда надо идти к специалисту, разбираться, что со мной не так. Да. И не идти, да, мы всегда идем к специалисту с тем запросом, который вот сейчас актуально, а специалист, и благо сейчас специалистов уже обучают тому, чтобы пойти на самый первый источник, откуда все потом нанизано. Пошло, да, потому что одна травма, потом на нем нанизывается другая травма. Например, в школе учителя что-то сказали, все обратно. Да? Ну, потому что если тревожность есть, потом с партнерских отношениях что-то сказали, или та семья что-то про тебя сказала, да, нелестное. Ты опять твоя оценка, которую ты так начинаешь взращивать, да, начинаешь верить, что ты достаточно нормальный человек, да, как все остальные, не хуже. Но лучше, я лучше других, это, конечно, лучший вариант, но хотя бы оценить, что я не хуже других. Вообще бесконечно, конечно, можно об этом говорить, да, потому что это же жизнь, она такая. Конечно, жизнь, да. мы не живем в какой-то колбе, в каком-то вакууме безопасном. То есть сейчас есть попытка выстроить для своих детей вот такую колбу и безопасность, но мне кажется, это тоже чревато. Конечно. Да? Когда ребенок вот такой вот тепличный выходит в большую жизнь и начинает травмироваться, а какие-то пустяшные совершенно вещи, это тоже не про безопасность, конечно, совсем. Да, да. В общем, надо понимать, что если мы живем, то жизнь — это такое дело, которое неизбежно приводит к одному. Научиться доверять. Да. Я так скажу, да. Научиться доверять. Потому что мы не доверяем, мы же хотим. И из этого недоверия все устраивается. За этим недоверием всегда стоит такое чувство страха. Научиться доверять другим или научиться доверять себе? В первую очередь, если мы говорим про ребенка, научиться доверять ребенку, что он сам справится.
И наша задача как родителей быть просто рядом при прохождении этого опыта. И так как мы уже умные, да, это через свои травмы прошли, мы можем из высоты своего опыта просто подсказать ребенку, как правильно реагировать, да, чтобы он, не дай бог, себе какую-то плохую оценку не взял. Вот на это стоит обратить внимание. Мне кажется, это прекрасное пожелание для завершения нашей встречи, потому что время эфирное, к сожалению, ограничено, хотя говорить об этом можно бесконечно долго, как Конечно. о самой жизни. Да. Поэтому доверяйте друг другу, доверяйте себе, Да. доверяйте своим детям. Да. Да? Доверие вам. Спасибо большое. Это была Татьяна Васильевна Соборайкина.